Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за 2021 год завершился 1 августа прошлого года. Насколько активно в настоящее время сдают декларации о доходах организаций работники и как проверяют данные, указанные в них, об этом подробнее будем говорить с инспектором антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Республики Камилой Харани. Она сегодня у нас в студии. Камила, приветствую. Итак, работа с декларациями, как она продвигается, насколько госслужащие привыкли вообще к этому процессу, считают его необходимым? Как известно, уже начался декларируемый период 2022 года. Это уже третий период декларирования. В настоящий момент следует отметить достаточно высокую положительную динамику в сравнении с предыдущими периодами декларирования. Это выражается в еще более активном участии как декларантов, так и представителей кадровых служб, отделов в реализации данного закона, а также достаточно активно можно сказать, потому что, помнится, в самом начале были проблемы и с заполнением, и с тем, что туда включить, и почему там этих родственников, тех родственников. Вот сейчас такие разговоры есть? Сейчас уже участилась практика, к примеру, заблаговременного представления декларации, то есть как в предыдущих периодах, ближе к концу, то есть начинался ажиотаж такой, и люди представляли декларации прямо к 1 августа. На данный момент уже с начала периода многие организации начали предоставлять с первых чисел действующего года декларации. И на данный момент статистика такова, что 197 декларантов уже предоставили свои декларации за себя и членов своей семьи. Это в сравнении 25 организаций уже предоставила. А из общего количества тех, кто должен сдать, за прошлый год задолженности наверняка есть. И в этом году. Давайте по цифрам, чтобы понимать, какой процент сдает, а какой нет. Пока суммарная, статистика, она такова, которую я озвучила. Пока говорить в заключении, в сравнении с предыдущими периодами рано, так как 1 августа еще нам предстоит до этого дойти, и они должны будут к концу уже, мы будем уже обладать такой информацией. Это за этот год. Пока рано. В прошлом году остались должники, так сказать? В прошлом году... Конкретно по цифрам я сейчас такой информацию на память могу неправильно выразиться и дезориентировать, поэтому мы озвучивали... Такие есть. Какие меры в отношении этих лиц, которые все-таки не сдали декларации? По всем... Ведь закон достаточно жесткий, он предполагает и увольнение, вплоть до увольнения этих сотрудников. Смотрите, закон распространяет свое действие не только как на нас, как на управление, и в этом также задействованы иные органы государственной власти. Следовательно, данный вопрос, он в большей степени входят в компетенцию иных органов госвласти. И давать оценку, что происходило далее. Вы имеете в виду прокуратуру? Конечно, Генеральная прокуратура, но все те органы, которые прописаны в законодательстве действующем. Это уже переходит в их компетенцию. И говорить об этом, думаю, нужно уже с ними. Хорошо. А много ли обращений в суд? Допустим, по лицам, которые не сдали декларации. Как эта процедура вообще выглядит? Как до прокуратуры доходит, допустим, информация о том, что нужно принимать меры? В случае, если согласно нашему закону, если в ходе осуществления контроля за расходами декларанта и членов его семьи выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 3-дневный срок после его завершения направляются в Генеральную прокуратуру. И для осуществления проверки уже в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. И, следовательно, далее уже Генеральная прокурор при получении материалов в установленном законодательством порядке о гражданском судопроизводстве обращается в Верховный суд. И далее уже процедура в законе прописана. Известны ли вам факты, чтобы обратились в суд и приняли меры? Мне лично, такой информацией я не обладаю.
А были ли попытки сдать недостоверную информацию в декларациях? Вообще, как декларации, давайте начнем с того, как проверяются декларации, информация, которая в них содержится, насколько она соответствует действительности? Да, процедура принятия декларации, она происходит следующим образом. То есть при представлении декларации лицо, которое осуществляет прием этих деклараций, осуществляет также при приеме проверку на наличие технических ошибок. То есть это может быть правильное заполнение форм декларации. То есть лицо уже, которое принимает, обращает внимание на разделы, главы, сведения, которые вписываются в эти разделы, и далее уже как бы корректирует при приеме уже. То есть это на этапе приема все эти ошибки, они исключаются, да, все верно. Это наличие арифметических, каких-то логических несоответствий, то есть множество может быть проявлений. Вот. И далее кадровый сотрудник уже направляет посредством внесения данных через электронную базу, то есть мы предоставляем по их запросам доступ, он индивидуально, с логином, паролем и ссылкой для внесения на сайт декларации. Вот. И далее уже это лицо осуществляет внесение этих сведений в электронную базу. Все те разделы, которые присутствуют на бумажном носителе, они то есть абсолютно идентичны тем, которые есть в электронной базе. Вот. И, следовательно, далее уже происходит публикация данных деклараций. Хотелось бы отметить, что это также то есть упростило во многом работу во взаимоотношении и взаимодействии с другими органами, которые также участвуют в реализации этого закона. То есть и кадровые сотрудники — это одни из тех людей, которые также прилагают к этому усилия непосредственное влияние. А по самой информации, вот, которая содержится в декларациях, допустим, декларант не указал какую-то недвижимость, которой он обладает, или что-то, какие-то доходы не указал. Как эта информация? Есть ли у вас возможность проверить, соответствует ли она действительности? На нашем уровне, то есть, да, как бы проверка происходит, далее материалы направляются, и, как я уже выше упоминала, порядок, да, дальше уже это уже в соответствии с иными законодательными актами, в том числе регулируется. В этой части также наш закон, он требует внимания к внесению изменений, то есть на протяжении всего этого времени мы обращали свое внимание на пробелы, да, какие-то пробелы в самом законе. Да, в процедуре представления декларации, проверок и прочее. Мы на все это обращали внимание, неоднократно это озвучивали, и в этой части работа также ведется. Мы как бы для себя все это отмечаем и будем тоже в этом направлении работать и дальше. Над улучшением законодательства. Да. Мы обязательно вернемся к этому вопросу и подробно обсудим. А, допустим, госслужащий обладает недвижимостью на территории другой страны, в России. Есть ли возможность вообще сотрудничать с коллегами из России и как-то проверить эти данные? Потому что он может же, допустим, незаконно заработать здесь и потратить не на территории Абхазии, а иметь, допустим, недвижимость в условиях как бы нашего закона пока еще мы как бы это должны усилить. Опять-таки мы возвращаемся к поправкам, это нужно усиливать, и как бы мы пока рано говорить о прям конкретике такой, что вот действительно как бы какая будет возможность. В полной мере, чтобы этот закон работал. А технический процесс, он был сложен и для вас, и для сотрудников, и для тех, кто сдает. И некоторые, я слышала, жалуются, что не всегда могут зайти и посмотреть декларации. Вот они же должны быть в доступе. Да, это было на начальном этапе, по-моему, тогда еще, когда то есть электронная база, она как раз-таки, да, она же не в один день, просто, как бы разработалась. Были тоже какие-то нюансы, которые мы прорабатывали. Вот как раз-таки к нам люди свободно обращались, звонили по номеру телефона, мы сразу же откликались, то есть курировали этот вопрос, и сейчас таких ошибок, то есть таких каких-то замечаний нам не поступает уже на данный момент. То есть все уже, как бы и было в свободном доступе, просто какие-то технического характера ошибки, да, они присутствовали. Но это такие, как, к примеру, иногда просто не открывался браузер и долго грузилась страница сайта. Вот, то есть это вполне допустимые такие технические нюансы.
Их сейчас нет, слава богу. Сейчас не обращаются, все... С жалобами. Да, нет, по поводу того, как нужно менять закон, какие изменения нужны в законодательство, вот вы на опыте теперь можете сказать, чего не хватает, потому что закон-то пока новый, можно сказать, 2-3 года, это не срок. Это не срок, да, правильно. Какие, на ваш взгляд, в процессе работы вы обнаружили пробелы, может быть, какие-то нужны уточнения, изменения в законодательстве? Из тех, то есть нормы действующего закона, они, конечно, содержат ряд неясностей по многим вопросам, в числе которых, к примеру, механизм осуществления контроля за доходами, расходами, обязательствами имущественного характера. Также исчисление сроков проведения проверки. Физически невозможно в таком объеме проверить информацию. Для этого тоже должно быть этому уделено свое внимание должное. Также еще вопрос с тем, что в иных законодательных актах также должен быть присутствовать, нормы, которые будут подкреплять наш закон о декларировании. То есть взаимосвязь с иными законодательными актами, она тоже важна. И в этом направлении тоже будем вести работу, да. А ваши замечания будут ли они оформлены в качестве какой-то законодательной инициативы? Обращались ли вы к депутатам? Будут ли в ближайшем времени эти изменения внесены? В ближайшем времени мне достаточно пока рано говорить. Это зависит не только от меня или конкретно управления, так что мы, естественно, в свое время, когда это будет уже цепочкой выстроено, будем, конечно же, инициативу какую-то вносить, но пока конкретики я тоже не могу сказать какой-либо. Также хотелось бы отметить, многие задачи ставились перед нами, нашим управлением, то есть такие задачи, которые направлены на качественную работу по взаимодействию с декларантами, представителями кадровых служб. Для этих целей была разработана инструкция, которая тоже упоминалась. Также инструкция к закону, инструкция к программному обеспечению. Далее. В этом году, допустим, какая у вас сейчас главная задача перед вами? Потому что вы уже сказали о том, что вы смогли сделать. А в этом году какая главная задача? Мы, конечно же, работаем постоянно над такими моментами, как уведомление, организация своевременной подачи декларации, хотя это не обременение. Не ваша обязанность? Да, не наша обязанность, но мы, тем не менее, на постоянной основе осуществляем работу в этом направлении. Также проводились совещания с администрациями городов и районов по вопросам декларирования. Это также принесло свои плоды. Освещение этого вопроса далее и работа. Есть образцовые организации, какие-то, может быть, вы могли бы выделить, которые в срок вовремя уже не первый раз дают декларации? Смотрите, на данный момент, могу озвучить, это одними из первых это Министерство внутренних дел Республики Абхазия, РГУ «Обсна Медиа», также представители Управления культуры администрации города Сухум, то есть и другие. Да, уже действительно они... антирейтинг, если... Которые такие злостные нарушители закона, допустим. Злостных прям нарушителей на память я так не могу озвучить. Хорошо, а в кадровом плане, конечно, это новое было управление, но создавалось с нуля, и была проблема с кадрами в том числе, обучение проходили сотрудники. Сейчас насколько остро стоит кадровая проблема? Стоит ли она вообще? Каких-то весомых таких моментов нет. У нас также 5 в управлении, то есть каждый занимается своим вопросом, делом, и мы взаимодействуем. Отлично. То есть 5 человек с коррупцией у нас в стране борются с объемом информации, потому что я как-то видела эти декларации, там несколько... Да, это весомое, да. Упаковок даже, можно сказать, иногда там бумаги уходит много. Приложение, да, поэтому для этих целей также как раз-таки эта электронная база, она очень сильно упрощает объем, потому что, как нам известно, декларация, она должна же
хранится и в кадровой службе, и в министерстве по налогам и сборам. Вот, следовательно, это также упростило. Да, там действительно 5 приложений, каждое приложение, оно нацелено на конкретного декларанта. Вот, и в совокупности это весомый объем. А если в целом о самом законе говорить, все-таки какой эффект, на ваш взгляд? Бурно обсуждалась сама инициатива эта законодательная уже несколько лет до принятия этого закона, что вот нужно бороться с коррупцией и так далее. А сейчас, спустя вот несколько лет, что бы вы могли сказать? Что действительно это уже стало таким приемлемым для нашего общества, воспринимается очень так хорошо, абсолютно, да, спокойно. Все больше людей обращаются. Вот. Также хотелось бы отметить вот один нюанс тоже интересный, что многие организации и представители кадровых служб как бы переспрашивали еще в начале данного периода о том, нужно ли эту практику делать каждый год. То есть некоторые даже были не осведомлены, что это ежегодная практика. То есть действительно каждый год должен быть декларируемым со стороны декларантов. Даже такие вопросы поступали. Хорошо. А не считаете ли вы вообще целесообразным увеличение вот этого срока сдачи декларации? Есть смысл вот каждый год? Вы успеваете вот до начала поступления новых деклараций все это проверить данные? Есть смысл вот хотя бы на начальном этапе? Срок до 1 августа установлен. Как бы на практике, естественно, это огромный объем, да, это не скрывается. То есть действительно тяжело такой уровень, объем декларантов, деклараций проверить. Вот. Но это, я думаю, уже будет видно, когда мы непосредственно уже придем к каким-то изменениям, и в дальнейшем уже будет обговариваться и как бы озвучиваться необходимость. Обсуждая эффект закона без каких-то штрафных санкций или без каких-то судебных решений в отношении тех, кто не соблюдает закон, насколько эффективно, на ваш взгляд, вот такое существование в таком виде закона? Вот пока нет тех, кого уволили, кого не знаю, какие-то в отношении кого применили какие-то штрафные санкции. К примеру говорю. Вот насколько эффективно? Тот уровень, к которому мы сейчас пришли, уже говорит о эффективности закона. То есть некоторые как бы нюансы в том даже в популярности, да, такой практики, да, в том, что люди сами уже обращаются, это и говорит о эффективности данного закона. Мы пока приучаем общество к культуре сдачи декларации. Статистика и такая практика, я считаю, что это необходимо. А чтобы реально бороться с коррупцией, на ваш взгляд, вот чего не хватает еще в законе или чего нам не хватает, на ваш взгляд? Вот по опыту своему, понимая. Как вы думаете? Это сложный вопрос, я понимаю. Сложный вопрос, да. Я думаю, к этому придем постепенно. А по поводу сдать неверные декларации, потом какая работа с этими людьми проводится? В законе отражена и такая практика, как беседа с декларантом может проводиться для уточнения каких-то неясностей, то есть сразу прям, да, на корню в законе так не отражается. Естественно, сначала уточняются все сведения, да, разные ситуации бывают. Иногда человек, опять-таки, может быть просто не осведомлен, где-то не ту информацию прочитал, как бы, да, и послушал кого-то, и неправильно, неверно что-то может указать. И, конечно же, большой вклад при этом происходит еще на начальном этапе принятия декларации. То есть прежде чем ее принять, как я уже упоминала, мы проверяем на наличие таких неточностей, и дальше уже, как говорится, компетенция иных органов. То есть есть возможность пересдать в случае, поменять данные. Человек может пересдать, если есть какие-то неточности? Не пересдать, это не совсем правильно. То есть на бумажном носителе, к примеру, приносится декларация кадровому представителю кадровой службы. Прежде чем подписать о принятии декларации, там есть графа с подписью, это лицо как раз-таки и проверяет, то есть прежде чем подписать, то есть сам вот этот момент, да, он допускает внесение еще каких-то правок.
либо уточнений, вот, если что-то неверно указано. А далее уже после принятия, после подписания, естественно, она уже считается принятой. Но у нас обычно интерес к декларациям во время выборов, да, перед выборами интерес к кандидатам и к их декларациям. А вообще сейчас на этом этапе кому интересны декларации, кроме вашего министерства, кроме Генеральной прокуратуры? Может быть, информация, которая содержится с точки зрения экономики, интересна и другим ведомствам? Потому что можно же какой-то анализ тоже на основе этих деклараций. В этой части мы провели тоже работу, мы то есть предоставили доступ органам, которые также присутствуют в этом законе, да, фигурируют. Вот, и они имеют свой доступ, они также могут мониторить и работать с этой информацией уже в соответствии со своей компетенцией, своими полномочиями. А база техническая, она насколько защищена? Ведь хакерские атаки и так далее, это никто, да, не застрахован от этого. Насколько эта база защищена? И, как я понимаю, есть и на бумажных носителях информация. Да, она хранится в кадровых службах, да, и действительно. А база, на этот счет у нас есть отдельное управление, которое как бы все эти моменты, я думаю, и уверенно регулирует, да, и защищает. Я думаю, там в этом плане у них... бумажный носитель, я просто представила, какое количество деклараций, какое за несколько лет накопится бумаги. Да, все это хранить возможно в таких объемах? Опять-таки вопрос к нашему закону, то есть будет ли требовать это каких-то тоже внимания, да, будет... То есть тоже вопрос практики, и хорошо, что у вас возникают эти вопросы, так как это действительно говорит о том, что люди действительно понимают, насколько этот процесс требует внимания и необходимости где-то даже изменений. Хорошо, а дальше как будет, на ваш взгляд, работать закон? Вот будущее этого закона, каким вы видите? Или куда надо меняться? Я думаю, он будет работать, трансформироваться, совершенствоваться, так как любое законодательство, оно, в принципе, требует внимания и совершенствования, так как общество и мир не стоит на месте. Я думаю, это общеизвестно, что, естественно, он будет работать и трансформироваться, что это нормальный процесс. А с авторами законопроекта какая-то работа ведется, продолжается над изменениями, над поправками, допустим, в существующий закон? Так как пока мы еще в этом направлении как бы конкретно не направляем ничего и не ведем работу, а кроме как, да, для себя отмечаем какие-то нюансы закона, поэтому как бы в этой части пока нечего сказать. А новые декларанты? Вот как эта база обновляется? У вас наверняка есть определенные списки. Через год эти списки могут измениться, как я понимаю. Кто-то может уволиться, кто-то, наоборот, может начать работать, да, в госслужбе. Вот эта база как у вас обновляется? Путем, во-первых, уведомления. Организации тоже были случаи уведомления нас. Какая-то организация может быть ликвидирована и прочее. Это также курируется направлениями запросов, вообще состояние на тот период, и насколько это возможно в наших условиях, так как статистика, конечно же, у нас требует внимания тоже не только в конкретном ведомстве, а вообще, в принципе, в стране. В статистике вообще в самой есть проблемы, неточность данных, потому что сами организации, это проблема не столько даже самой, может быть, государственной статистики, но и вообще в целом органа власти, потому что не всегда неточные данные попадают и так далее. Вот в вашем случае, насколько иногда реальная картина отличается от тех данных, которые вам предоставляет статистика? Вот по факту вы знаете, в организации, допустим, столько человек, а потом выясняется, что такое часто происходит? Нет, прям таких вот моментов из мне известных, тем более частой практики, мне неизвестно. Как бы в основном организация подает декларации за своих декларантов, да, в полном объеме. Планируется ли увеличение списка декларантов за счет семьи, родных? Вот просто у нас многие возмущались, почему я там, брат родной должен сдавать декларацию, если я там госслужащий. Согласно закону, родной брат, как вы озвучили, это если он находится на иждивении. То есть не просто родной брат или сестра, находящиеся на иждивении,
Вот, но данный список, он как бы существует изначально, и на этот счет уже таких пререканий нет. Ну, как бы не думаю, что как бы пока будет меняться. Ну, в Абхазии есть, конечно, свои особенности, когда все друг друга знают и понимают, ну, вот как человек живет, какой у него уровень, ну, примерный доходов, но... А тут смотришь декларацию, у человека нет ничего. Вот такое вот часто у вас происходит на практике. Зная человека, как он живет, а вы видите декларацию и удивляетесь. Потому что я помню, когда такой предвыборный период, и эти декларации в сети появляются, и люди удивляются. Ну, по такой информации, как бы, мы как управление не можем руководствоваться. Я думаю, вы меня поймете, так как мы все-таки в другом свете. Не на примерах. Не на конкретных примерах, а вот часто ли такое вы видите? Нет, мы как бы в соответствии с законом осуществляем, да, мы смотрим на декларацию в соответствии с законом, как бы. И если говорить о каких-то сообщениях извне, ну, как бы эта информация должна быть должным образом подана, да, в любое ведомство, то есть это чтобы, в форме чтобы обращения, стать сигналом для проверки. Да, ну, как бы на этот счет конкретных таких официальных заявлений не было, да. Камила, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю. Вам спасибо.